конце марта в Инте 2 дня работал председатель правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко. В Приполярье он приехал вместе с заместителем, курирующим сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуардом Слабиковым. Первый день провели в селе Петрунь. Посмотреть здесь есть что. В клубе и библиотеке несколько лет назад были установлены новые пластиковые окна. В помещениях стало намного теплее и комфортнее. Для сотрудников это большой плюс, ведь учреждения культуры пользуются популярностью у жителей. В клубе проходят уроки у школьников, дискотеки и праздники для петрунцев. Летом подростки приходят сюда еще чаще. У библиотеки немного посещаемость с приходом интернета снизилась, но сельчане, особенно молодежь, просят о современных книгах и уверяют, что вновь начнут активно посещать учреждения. В магазине местного сельхозпредприятия собственная продукция не залеживается. Еще только середина дня, а молочки уже нет, да и хлеб практически разошелся. Гости оценили ассортимент и цены на товары. Конечно же, основная цель посещения села Петрунь – это инспекция капитального ремонта школы. Работы проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здание школы на 160 мест было сдано в эксплуатацию в 1969 году. Новое двухэтажное, оно распахнуло двери для огромного на тот момент количества школьников села. По словам очевидцев, возвели конструкцию очень быстро, но, видимо, в работах участвовали больше не профессионалы, а любители, потому что уже демонтаж обшивки показал, несоблюдение конструктивных решений при строительстве в итоге привело к тому, что здание, говоря языком специалистов, расплылось. Также сгнил фундамент и у пристроенного в 1978 году здания интерната на 50 человек. Сегодня он тоже полностью обновляется. В интернате жили и живут дети оленеводов от 5 до 15 человек в течение учебного года. Процент износа конструкции и инженерно-технического оборудования зданий школы и дошкольных групп еще на 2008 год, по данным технических паспортов объектов, составлял 68%. Контракт на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания выиграл подрядчик из Перми «Тонус Плюс». Сумма контракта составила 123 миллиона 507 тысяч 454 рубля 49 копеек. Подрядчик заехал на объект 1 марта. Сразу же начали завозить в село весь необходимый для работы материал. Вначале по зимней автодороге на буранах, летом используя баржи, но все равно не уложились в отведенные сроки. По договору ремонт должен был быть завершен еще в конце прошлого года, но сроки все сдвигаются и сдвигаются. А в некоторых помещениях кажется, что работам еще конца нет. Стены укрепляли? Не получится так, что... Стены все укрепляли. У нас каждый проем, каждый оконный проем, каждый дверной проем. Все сделаны со скользячками и обшиты. Я к тому, что чтобы не получилось так, мы слабый каркас основания, на котором венцы навесили фасад. Чтобы Мы переделывали весь, вытягивали прямо лебедками. Очень сильно, что она сантиметров на 40 круглосуточно ночуют, все сгнило. Там фотографии, которые были, Сгнило внизу. там, потому что стояли они на бетонных блоках, на сваях, там их видно. Вот. И, Я смотрел там. да, и вот эти на сваях прямо брусы лежал с 69 года. И со временем, как бы, получается, 5 рядов сгнило полностью. 5, 6, 7. Ну, потом подобкрачивали, получается. Да, все вырезали полностью. То есть здание так в воздухе висело. В процессе исполнения контракта подрядчиком совместно с заказчиком и представителем строительного контроля были выявлены дополнительные объемы работ, которые невозможно было определить при обследовании и подготовке сметной документации к капитальному ремонту объекта. В частности, обнаружилось поражение бруса верхних венцов наружных стен сухой гнилью. Нижние ряды ростверка находились в слое мерзлого грунта. Нижний ряд венцов обвязки опирался на железобетонные сваи без оголовков, был продавлен и разрушен, из-за чего школа имела перепад пополам в отдельных местах до 30 сантиметров. Всего смена венцов по смете предусматривалась в объеме 386 метров. По факту, из-за воздействия влаги, сухой гнили, механического разрушения пришлось заменить почти 2500 метров. То есть вместо запланированных 3% наружных стен корпусов школы и интерната заменено 15% на новый материал. Данные обстоятельства, не зависящие от подрядчика, привели к увеличению сроков по отдельным видам работ. Задержка производства работ связана с логистикой, потому что объект труднодоступный. Доставка осуществлялась баржами, на снегоходах, вертолетами. Также по зимнику ходили грузовые машины. Вот. Также в процессе демонтажа были выявлены многие больные болячки здания. Вот. И по сути это здание полностью перетряхнули.
То есть по факту осталось 70% только существующего бруса, все остальное было демонтировано и создано заново. У нас осталось штукатурно-малярные работы, и развесить светильники и доделать мелочи по фасаду. Работа завершена в мае месяце. По словам сыктывкарских специалистов, изначально техзадания, подготовленные в НТ, не соответствуют современным реалиям и уходят от грамотных решений в сторону неочевидной экономии. Как, например, выбор в пользу крашеной ДСП вместо коммерческого линолеума. Григорьевич, это плохо. Вот реально плохо. Новый линолеум будет. Вот хотя бы на это основание положить уже будет хорошо. Не, на ДВП всегда линолеум ложили. Конечно, фанера была бы лучше. Коммерческий линолеум считается лучшим вариантом для обустройства школьных полов. Он надежен, прост в укладке, с мощным защитным слоем, усиленный полиуретаном. Председатель правительства поручил просчитать сумму, необходимую на приобретение данного вида полового покрытия. Также администрация НТ предоставит расчеты недостающих средств на ремонт здания интерната. Денег подрядчикам хватило только на конструкцию, фундамент, стены, окна и полы. Все остальные работы, а это полностью вся внутренняя отделка, муниципалитет должен проводить своими силами. Найти сумму в несколько миллионов рублей городу с дотационным бюджетом непросто, а это значит, что ремонт вновь может затянуться. Дмитрий Братыненко поручил градоначальнику НТ предоставить все расчеты, а родительскому комитету, который сопровождал председателя правительства во время инспекции, пообещал помочь с доведением качественного ремонта во всем здании до логического завершения. Знаю подход главы к таким объектам. Да, видно, что школа была старая. Конечно, подрядчику пришлось поработать серьезно, потому что разобрал эту школу деревянную, очень много поменял венцов внутри. Работа ведется. Конечно, мне не нравится скорость работы. Есть вопрос по качеству. Мы сегодня, посмотрели, приняли некоторые решения в плане, как ее доделать. Есть вопрос, связанный с домом-интернат, потому что его тоже нужно делать. Это один комплекс, одно юридическое лицо. Я вернусь в Сыктывкар, буду докладывать главе, чтобы мы помогли найти небольшую сумму и доделать этот объект до конца, чтобы он был полностью и интернат, столовая, школа с линолеумом, с нормальным новым оборудованием, чтобы 1 сентября дети пошли туда учиться в хорошую современную школу. Чтобы был спортзал, они могли заниматься, развиваться и учиться. Тем более она полнокомплектная. Мы смотрим статистику и динамику за последние годы. Школа остается в таком же количестве детей, как они и были. Детский садик немножечко у нас там прирос, но это следующая история. В общем, посмотрели, считаем, что работа проведена, вопросы есть к подрядчику. Мы будем решать с ним это в ходе наших взаимоотношений вместе с муниципалитетом, но постараемся помочь, чтобы доделать его, школу сделать в хорошем состоянии. Следом Дмитрий Братыненко ознакомился с организацией обеспечения села электричеством, работой котельной, которая отапливает социальные учреждения, посетил пожарный гарнизон села. Как часто уезжаете на пожар? Раз в год. Но это, дай бог, лучше вообще не уезжать. Да, почта начинала гореть, как раз мы успели вовремя. Заметили и сразу потушили. Дай бог. А весенние, осенние палы, когда идут, есть что-нибудь такое? У нас если у нас сейчас уже много лет, основного поводка нет. А так мы говорим людям, если есть какая-то необходимость, чтобы обращались. Угу. А так, например, чтобы траву у нас поджигали, сейчас мы поговорили с людьми, я говорю, это же мы потушить их все равно не сможем с одной машиной. Я говорю, это же ваши дома. Конечно. Сожгешь и все. Да. Несколько месяцев назад общество с ограниченной ответственностью Петрунское вошло в структуру резидента арктической зоны ООО «Интинское». В селе есть как отделение оленеводства, так и ферма. Сегодня коровы находятся в состоянии покоя. Ежедневный удой составляет примерно 27 литров. Все идет в переработку и тут же разбирается покупателями. 2 раза утром и вечером. Чем-то подкармливаете помимо сухого корма? Комбикорм. Привозите? Завезли в этом году. А комбикорм кто делает? Скиру поставляют. То есть не наш, не с Зеленецкой. Потому что они же большой комплекс построили. У работников фермы Дмитрий Братыненко узнал о потребностях, отметив важность сохранения редкой холмогорской породы коров печорского типа. В
прошлом году в селе Петрунь грандиозные работы велись не только в школе. Наконец, здесь появился свой фельдшерско-акушерский пункт. Здание было построено и полностью укомплектовано в короткие сроки. Помещение удобное, находится на хорошем месте. Здесь есть холодная и горячая вода. Все для удобства специалиста. Аукцион на проведение работ выиграло общество с ограниченной ответственностью «Промтехинвест». Подрядчик в прошлом году выполнял работы по строительству сразу в 2 отдаленных населенных пунктах – селе Петрунь в Интинском округе и поселке Усадор Усинского района в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». У главы Инты Дмитрий Братыненко уточнил, как идет поиск фельдшера в село. И тут же позвонил министру здравоохранения региона, чтобы работа в этом направлении была усилена. Уже при выходе из помещения делегация высоких гостей встретила нового жителя села Петрунь, оленевода из НАО, который вместе с семьей и несколькими братьями переехал и устроился на работу в интинское хозяйство. Мужчина сразу заявил о желании надолго задержаться здесь. Для своей семьи он ставит дом. Вы строите, да? Я. Еще переезжать будет, братья, кто-то еще сюда? Думаете? Пока нет, наверное. Нет. Пока нет. Пока вы только, да? Да. Семья большая? 7 детей. 7 детей. Молодец. Маленький, большой, сколько уже разница от 1 до 2, до 7? Большой 14 лет паспорт получил, а маленький 4 года. 4 годика. Сыновья есть? 4 сына, 3 дочки. Молодец. За несколько часов удалось обойти почти все социальные, коммунальные и производственные объекты Петруня. В целом, увиденным в селе председатель правительства остался доволен. Посмотрели не так много, администрация, понятно, это административная. В Дом культуры зашли, видим, что в Дом культуры народ ходит, библиотека, люди работают. Постараемся с Григорием Ивановичем вместе подумать, чем, может быть, увеличить фонд по книгам, добавить, чтобы дети учились и читали современные книги. Ну вот, посмотрели ФАП, который ввели в конце этого года. Сейчас наша задача основная – это найти сюда фельдшера, чтобы человек работал постоянно здесь, проживал, оказывал услуги медицинские людям первоочередные. По котельным, то, что посмотрели, в хорошем состоянии котельные содержат, вроде жалоб нет. По теплу посмотрели энергетический узел. Как бы в работе ничего сказать такого, как бы есть какие-то замечания. Люди работают на местах, не жалуются. Спасибо им на этом. Хозяйство посмотрели наше интинское, да, понимаем, есть там некий момент, чем его поддержать, помочь, потому что важно, чтобы оставалось здесь животноводство, это людей кормит, это здесь и дает и молоко, и творог, да и вообще все, что едят чисто, так сказать, без химии. То есть для нас это очень... Ну, в общем, я остался в хорошем впечатлении по самому поселку. Видно, что люди живут тут крепко и уезжать отсюда не хотят. А наша задача – это помочь им для того, чтобы они жили, по крайней мере, необходимость образования, культуры, медицинское первичное заведено, ну и дальше уже как они сами примут себя решение. У нас сегодня в гостях председатель правительства Республики Коми Дмитрий Федорович Братыненко, заместитель председателя правительства Эдуард Владимирович Слабиков. Вот у нас рабочая поездка, мы здесь в Петрунях. Показали им ход строительства школы. Есть претензии, конечно, к подрядчику. И в первую очередь это сроки завершения школы. Школу мы достроим однозначно. Вопрос только когда. Как бы, ну, слава богу, что строительство не останавливается, на постоянной основе ведется. Также мы посетили котельную, посетили ФАП, посетили ООО «Интинское», теперь уже подразделение обособленное Петруньское. Посмотрели, как содержатся телята. В целом, председатель правительства и заместитель председателя остались довольны поездкой, как бы самим селом. Как бы видно, что живут здесь крепкие северные наши люди. Ну и надеюсь на дальнейшее с ними взаимодействие и сотрудничество в части решения наших общих вопросов, проблем. В первую очередь нам надо достроить школу, достроить интернат, доделать. То есть это потребует там дополнительные немного средства. На следующий день председатель правительства с заместителем работали в Инте. Они проинспектировали коммунальные объекты, водозабор, стройплощадку ПАО «Т+». На месте прокладки новых сетей водоснабжения узнали о ходе работ у представителя подрядчика «Крымгазстрой». Также в ходе визита посетили перерабатывающий цех сельхозпредприятия, завод карбидов и ферросплавов, промышленную площадку, где планируется разместить новый асфальтный завод.
Завершилась рабочая поездка в гимназии номер 2. Здесь, благодаря поддержке Дмитрия Братыненко и его договор с социальными партнерами, в конце прошлого года были установлены новые пластиковые окна, а летом будет уложен линолеум. По итогам рабочего визита в Интинский округ председатель правительства поручил профильным ведомствам рассмотреть предложения и проработать вопросы, обсуждаемые на местах.